Так, всех весь офицерский состав, офицерский корпус поднимать. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции случилась 26 апреля 1986 года. Это самая крупная авария в истории атомной энергетики. Взрыв произошел в четвертом энергоблоке, расположенном в 120 километрах от Киева, столицы Украины, тесно соседствующей с Белоруссией. На тот момент Чернобыльская атомная станция являлась одной из крупнейших в мире. Это был военно-стратегический объект, входящий в план советской армии. Сбой в работе атомного реактора произошел по ряду причин. Помимо того, что реактор не был оснащен современной системой безопасности, уровень автоматического управления и контроля был слишком низок. Той ночью проводился эксперимент по измерению инерционного вращения турбогенератора. Перегрев топлива стал причиной разрушения активной зоны реактора. Причиной ядерной катастрофы явилось также еще одно стечение обстоятельств. Перед проведением эксперимента реактор должен был быть остановлен. Однако его отключение было решено перенести на 9 часов позже в связи с предстоящим празднованием 1 мая, когда электричество было необходимо, чтобы завершить производственный план. Остановка реактора была поручена другой смене, не той, которая была подготовлена к этому. Ночную смену работы на реакторе вели менее опытные специалисты. Сразу после аварии другие реакторы были отключены, а управление электростанцией проходило в аварийном режиме из подземного бункера. Сегодня у нас в гостях Корнилов Анатолий Николаевич, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сколько вам было лет? 33,5 года. Знали о произошедшей трагедии? Понял, что трагедия произошла, как вот во время войны, война началась, допустим. Какие были ваши действия? Мои? Наше дело было выполнять приказы руководства. Военкомат вызвал, забрали, забирали, у кого дети есть, 2 детей у меня было, забрали. А таких вот, допустим, холостых никого не брали, потому что радиация, она по-всякому действует. С Украины, с армией они только закончили, безграмотно пригнали их туда, а начальство потом понаехало проверки. Давай проверять всех, на следующий день домой отправили. Я уже был в 87 году, осенью меня забрали, а кто в 86 году были, у них очень большие дозы были. Замены людей не было своевременной, и они получали очень большие дозы. Допустим, я вот пришел, была общая доза, допустим, там находиться 22 бэра. Потом через каждую неделю и все меньше. И в итоге я, когда уже демобилизовали, уже у меня общий фонд набрался 9444 бэра всего. И все, меня уже оттуда удалили, замена людей наладили, и меньше дозы стали получать. Ну а так здоровье нормально, потому что вот эти вот, что сейчас лепестки, вот эти вот маски носим от коронавируса, там от радиации были лепестки. Они более были надежные, они защищали полностью все. Допустим, если мы на станцию ездили, завтрак, обед и ужин на машине, военная машина, вахтовка. Асфальт постоянно мыли, пусо, дегазацию делали. А все равно же завихрение идет за машиной. Кто-то ехал в машине, курил, лялякали, болтали, все это. Я постоянно, я в шахте уже 2 года до этого поработал, лепесток постоянно одевал. Что на станцию ехал, допустим, на завтрак, на обед, на ужин, что назад ехал, новый лепесток одевали уже. И общее, допустим, когда уже демобилизовался, нас на японском аппарате проверяли всех внутреннее облучение. Потому что если кто маску носит, то меньше внутреннее облучение. В основном, если внутренние органы сильно поражены радиацией, вот у тех здоровье может быть не это, плохое. Если вот мы проверялись одного, ну, вместе мы с ним служили на МАЗе, катались, допустим.
У него, допустим, 7 БР внутреннего облучения. 9 БР я демобилизовался общего фона. Это внутреннее облучение. У меня, допустим, 0,5 БР всего было. Ну, у него 7. Малюсенькое совсем. У нас, допустим, дозиметры были, вот у меня могу показать. Дозиметр. Вот. Вот сюда смотрите, шкала есть. Это суточная доза у меня была. Суточная у нас была 0,250 тысячных БР. Вот я набрал 9,444 и демобилизовал. Сутки проходил, допустим, прибор есть, сбивали его опять на 0, и на следующий день опять. И он даже мог показать, где я зашел в какую-то территорию, где сильно фон большой, он может сразу показать, зашкалить. Он как начинает пикать или загораться? Не, он ничего, это не такой прибор. Основной, так, большие приборы, те, да, указывают, пиковые, если где общий фон. Это для личного пользования. А в Припяти жили? Нет, я на самой станции почти находился. Ну, на самой 1 километр, Чернобыль город. Он километр от станции, и вот где-то метров 300 там была территория, я водителем был. И там авторота стояла, и я там как дежурный водитель находился. Там еще 2 людей, офицер с нами, и мы находились постоянно на станции. Была 35-километровая зона отчуждения. Люди, допустим, приезжали на станции, работали, которые день там поработали, до обеда или сколько там, общий фон тоже брался. У них другой общий фон. Их увозили, на ночь увозили в эту зону отчуждения. На следующий день они опять приезжали. И вот так вот. А я постоянно находился там. Ситуация какая тут была? Вся радиация ушла в сторону Белоруссии на запад. Ветер куда дул, туда большая часть ушла и там осела. Вот рыжий лес этот был, там тоже там видел это. Сосны все пожелтели сразу от большой дозы радиации. Но сейчас постепенно это восстанавливается, но все равно нежелательно, как говорится, ходить туда, куда не положено. Везде знаки указывают. Может быть, остались какие-нибудь фотографии или... Сильно много не было, потому что радиация в то время и фотоаппараты там были такие вот, фотографии, может, и не очень качественные получались. Допустим, вот радиотехника от радиации ломала, телевизор мы себе привезем, он не хочет показывать. Видать, сильно много радиации внутри набралось. Техника, вот даже у нас сейчас уже нету, частушки были. Японская техника на крышу, на реактор, эти, 1, 2, 3 блок очищали, все после взрыва же там были, сталкивались все. Даже техника эта падала вместе, грести начинала и вместе с этим улетала туда. Дозы очень большие были, много людей погибло. Сразу же, конечно. Даже вы все смотрели, наверное, даже вот эти вертолеты там падали, если не срабатывало. Я вижу, у вас орден лежит. Ну, это нам вручали участникам всем. Вот, я находился, какой, вот я с 31 августа по ноябрьские праздники там находился. И вручали вот грамоты, и это Северо-Кавказский округ. Я как раз жил на Кубани в то время. Меня забирал в Северо-Кавказский округ. Там другие были, люди отовсюду были. Каждые полки были распределены там. И также и ордена были, и другой формации, и всякое. Правительственные награды, кто получал, те получали правительство. В основном, какую вот, если я водитель был, я выполнял свою работу. Что мне не говорили, то и делал. На массе, на самосвале мы несколько дней работали, вывозили на территорию, вот, деревья ездили,
Там же тоже слой земли снимался. Все это надо было вывозить в зону отчуждения куда-нибудь подальше. Крыши, то люди оставались там. Что общего между 1986, 2020 и 2021 годами? Но в эти годы учитываются вот эти катастрофы. В 1986 году катастрофа это была Советского Союза и наших ближних стран. Белоруссия, Украина пострадали сильно, ну и часть Европы. А 2020 и 2021 годы это катастрофа всемирная. Коронавирус зацепил весь земной шар. Что вы можете пожелать нашим зрителям? Зрителям, а также всем жителям побыстрее пережить этот коронавирус, здоровья всем, чтобы не заболели. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо, было очень интересно.